Продолжаем эфир нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. И начнем с курса валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 64 рубля 8 копеек. Евро остановился на отметке в 70 рублей 54 копейки. Касаемо обмена доллара, в Якутске по обеим позициям лидирует Россельхозбанк. Покупает за 64 рубля 10 копеек, продает за 64 рубля 60 копеек. В выгодном обмене евро лидирует все тот же Россельхоз. Покупает европейскую валюту за 70 рублей 65 копеек, а продает за 71 рубль 20 копеек. Вокруг России появится сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2000 километров от западных и южных границ России. Таким образом, обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны. В России вводится новый вид пользования недрами размещения в пластах горных пород вод, которые образуются при добыче калийных и магниевых солей. Соответствующий закон вступил в силу накануне. Речь в документе идет о недропользователях, ведущих разведку и добычу, а также первичную переработку сырья для производства минеральных удобрений. Они получают право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным органом управления Государственным фондом недр. Расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов в России. В него включили 3 аптечных наркотика. Это прегабалин, топентадол и тропикамид. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики. В пресс-службе МВД России пояснили, внесение этих препаратов в список сильнодействующих веществ не усложнит выписку рецептов. В России могут увеличить суммы выплат по алиментам детям, прибавив расходы на аренду квартиры для них к ежемесячному платежу. Соответствующий законопроект правительство уже внесло в Госдуму. В пояснении сказано, что необходимо расширить список оснований, когда с родителя, который живет отдельно от ребенка, можно через суд потребовать дополнительные выплаты. Сейчас это происходит в том случае, если, например, несовершеннолетний тяжело болен или получил увечья, и за ним необходим постоянный уход. Если инициатива станет законом, то к перечню добавится еще один пункт – отсутствие у ребенка пригодного жилья. Защита сим-карт станет надежнее. Идентификацию абонентов сотовых сетей будут вести при помощи отечественной криптографии. Это предполагает приказ Минкомсвязи. Он вступил в силу накануне. Сами пользователи связи никакой разницы не почувствуют, но для специалистов перемены будут очевидны, так как на сим-картах появятся не иностранные, а российские шифры. Одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры – дальневосточная ярмарка стартует в Москве. В этом году мероприятие проводится на Новом Арбате. На всем протяжении главной туристической улицы столицы ожидается до 70 тысяч посетителей. Здесь появится несколько уличных сцен, на которых в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, этнические и самые современные, специально прилетевшие на мероприятие со всего Дальнего Востока. Торговый ассортимент обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. 5 предприятий республики представят на ярмарке рыбную и мясную продукцию, сыр, варенье из дикоросов и северный чай. Кроме того, на ярмарке в павильоне Якутии можно будет увидеть мастерство косторезов и народных умельцев республики. Ученые из Северо-Восточного федерального университета наконец-то решили показать волка-щенка. Удивительная находка была найдена всего год назад по течению реки Индигирки на участке Борюрях жителями Белой горы. Щенку дали имя Догор, что с якутского переводится как «друг». Ульяна Шагина сейчас на прямой связи с нами. Ульяна, приветствую. Чем находка отличается от предыдущих?
Добрый день, Сергей. Это уже третья по счету находка, найденная на территории Якутии. Напомню, первый щенок был найден в 2011 году, второй щенок в 2015 году на территории Устьяния. Это были тоже прекрасно сохраненные щенки, причем из одного помета. Ученые уже доказали их возраст 12 тысяч лет, а если быть конкретными, 12 460 лет. Хоть щенков тогда нашли в разные года, но ученые уже доказали, что они из одного помета. Ну а этот щенок, третий по счету, грозится стать самой такой вот научной мировой сенсацией. Возраст его уже доказан, 18 тысяч лет. Он тоже прекрасно сохранен. Прекрасно сохранены, как мы видим, и бархатный носик, и усики, и даже когти, и даже ресницы на щенке прекрасно сохранены. И сегодня нам, журналистам, ученые разрешили вот такую вот прекрасную возможность потрогать его и приобщиться к древнему. Изучают щенка якутские ученые из Северо-Восточного федерального университета совместно со шведскими учеными, у которых есть прекрасная база для изучения вот таких вот древних животных. И отмечу, что у них еще есть прекрасная лаборатория, где есть возможность изучать таких вот древних животных. Причем отправили в Стокгольм, это в столицу, только кусок ребра. Этого достаточно, чтобы изучить древние животные. Ну, ученые до сих пор спорят, это все-таки кто, щенок или собака. Об этом мы сегодня спросим у одного из авторов исследований, доктора биологических наук Сергея Федорова. Да, шведские генетики пока не выяснили, что же это такое все-таки видовую принадлежность, собака или волк. Они создали очень большую интригу. Дело в том, что по ДНК-анализам он пока не причислен ни к одному из них, ни к волку, ни собаке. А когда это вот можно будет станет известно? К сожалению, наука не делается так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому придется ждать генетических анализов. Дело в том, что у них тоже есть своего рода очередь на такие исследования. Ну вот кроме этого еще что-то удалось выяснить? Пока нет. Только дату, радиоуглеродная датировка, и ДНК-анализ, и то предварительный. Ну а мы продолжим. На территории Якутии самые первые достоверные сведения о собаках известны из самой северной точки расселения человека. Это Евразийская Арктика, остров Жохова. Тогда ученые обнаружили всего лишь скелет собаки. Отмечу, что тогда еще и обнаружили нартенный полос. Это говорит о том, что тогда вот люди, получается, использовали собак для перевозки различных грузов. И ученые также восстановили и из скелета собак внешний вид собаки, и они очень даже оказалось похожи на современных ездовых лаек. Возраст собак также уже доказан, 8 тысяч лет. Ну а я отмечу, что вот этот щенок, который найден всего лишь год назад, может стать настоящей научной сенсацией, если ученые докажут, его изучат и выведут какие-то конкретные данные. Может быть, даже так получится, что эта собака, вот этот щенок может стать самой древней собакой в мире. У меня, Сергей, все. Ульяна, спасибо. Я напомню, Ульяна Шагина рассказала об уникальной находке жителей Белой горы. Спрос на новостройки снизился в регионах Дальневосточного округа в ожидании введения программы льготной ипотеки для молодых семей под 2% годовых. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой в новостях экономики. Нургуяна, ожидается ли увеличение спроса? Сергей, после запуска программы эксперты предсказывают настоящий бум. Спрос может составить 15 миллионов квадратных метров, и поэтому эксперты рекомендуют застройщикам нарастить существенные объемы строительства. Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь, как и планировалось, откроют посредством телемоста 2 декабря магистральный газопровод «Сила Сибири». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реализация проекта очень важна не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями газа. Он также пояснил, что осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует развитию многих регионов, которые получают дополнительную инфраструктуру и дополнительные рабочие места.
Вот в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10-15% китайского рынка газа, считают эксперты. Аналитики полагают, что появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению. Вместе с тем у страны есть возможность дополнительно заработать на восточном рынке, который в настоящее время выгоднее европейского. Договор о восточном маршруте с китайской CNPC был подписан в мае 2014 года. Экспортная производительность газопровода 38 миллиардов кубических метров в год. Российские железные дороги планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете. В приоритете пассажиру будет показываться вариант мультимодальной перевозки, в которой железная дорога – основной способ передвижения, а затем остальные доступные опции с указанием цены, времени в пути. Пассажир сможет купить билет на поезд и самолет как для путешествий внутри страны, так и за границу. Автобусные перевозки предполагаются только внутренние. Акционеры Якутской топливно-энергетической компании на внеочередном собрании досрочно переизбрали совет директоров. Как и ранее, в совет входит 7 человек, при этом из бывшего состава остался только директор ЯТЭК по экономике и финансам Андрей Алексеев. Новыми членами совета директоров стали назначенные в сентябре гендиректор ЯТЭК Леонид Чугунов, а также Антон Агафонов, Ирина Белянова, Сергей Докучаев, Андрей Коробов и Родион Сокровищук, должности которых не указаны. Как сообщалось, с конца сентября ЯТЭК на 90,59% принадлежит компании «Апроперти». Доля сложилась из принадлежавших ранее Зиявуддину Магомедову и компании «Наутилус». Группа «Колмар» планирует добыть в 2019 году 9 миллионов тонн угля. Озвученная цифра в 1,6 раза больше прошлогоднего объема добычи, однако она ниже прогноза, который компания давала в начале года. В январе власти Якутии сообщили о планах «Колмара» добыть 9 миллионов 800 тысяч тонн угля. Компания объясняет корректировку падением цен на уголь. Роста добычи, пусть и чуть более скромного, компания планирует добиться благодаря запуску механизированного комплекса «Фамур» и приобретению другой техники. Кроме того, в этом году группа начала работать с новыми объектами с шахтами Инаглинская и Восточная Денисовская. Вопросы интеграции «Кристалла» в гранильный комплекс «Алроса» и повышения эффективности его работы. Для их обсуждения в Смоленске состоялось выездное заседание делегации «Алроса». После определения оптимального варианта интеграции предложения по развитию гранильного комплекса будут вынесены на рассмотрение наблюдательного совета компании. В рамках визита также состоялась встреча с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. На встрече, в частности, обсуждались вопросы социальной стабильности на предприятии. По словам гендиректора «Алроса» Сергея Иванова, компания намерена сохранить социальный пакет и условия коллективного договора, действующего сейчас на «Кристалле». А в вопросах возможной оптимизации стремится к сохранению рабочих мест. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок проведения в регионах Российской Федерации до 2024 года пилотной апробации проектов социального воздействия. Например, в Якутии будет запущен первый в России проект социального воздействия в сфере образования. Объем инвестиций для реализации пилотного проекта составит 70 миллионов рублей. Проект, направленный на улучшение качества обучения в школах, рассчитан на 3 года. В нем примут участие около 5000 учеников 28 школ Хангаласского района Якутии. Финальный срез результатов будет получен в сентябре 2022 года. Отметим, что проекты социального воздействия предполагают решение социально значимых задач и достижение социальных эффектов исключительно за счет средств частных инвесторов. В Якутске в 2019 году построят 25 километров 800 метров дорог. Это в 3 раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Кроме того, при прокладке новых дорог в городе заменили все газо- и водопроводы, канализацию и другие сети, которые находились под строящимися дорогами. Это сделано, чтобы в следующем году местные коммунальщики не начали долбить новый асфальт для замены прогнивших труб. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Нургияна, спасибо. Мы продолжаем. Венецианские дайверы почистили каналы, сильно замусорившиеся после серии необычайно высоких приливов, рассказывает Татьяна Гомозова.
Группа дайверов в воскресенье занималась чисткой каналов в Венеции. Водные артерии города замусорены после целого месяца рекордно высоких приливов. По словам одного из ныряльщиков, Алессандро Дзуффи, они вытащили со дна множество автомобильных покрышек. Все прошло хорошо. Мы нашли кучу шин, как и ожидали. Также нам попались баллоны с газом, которые используют в барах. Наверное, они потерялись при транспортировке. Другая группа обнаружила на дне целый газетный киоск. Последний раз высокий прилив был зафиксирован в Венеции неделю назад, 24 ноября. А в начале месяца город пережил настоящий потоп, когда каналы вышли из берегов. Уровень воды достиг тогда 187 сантиметров. Для сравнения, уровень 80-90 сантиметров считается высоким, но приемлемым. Всего в ноябре в Венеции вода поднималась выше 140 сантиметров 4 раза. Это рекорд с 1872 года, когда власти начали фиксировать эти данные. А в Германии прошла массовая встреча Санта-Клаусов. Десятки святых Николаев прошли по улицам города Мурнау, призывая прекратить коммерциализацию Рождества. Подробности у наших коллег. Около 7 десятков Санта-Клаусов собрались вечером в субботу в городе Мурнау в Южной Баварии. Вместе с помощниками от ангелов до фольклорных крампусов они устроили шествие, которое завершилось в местной церкви, потому что собравшиеся выступают против коммерциализации Рождества, религиозного по своей сути праздника. Вера – это прекрасно, и мне нравится представлять эту ее сторону. В конце концов, святой Николай – это святой, и он всегда приходит к детям. Мы не можем позволить их вере умереть. Впрочем, регулярно встречаться они начали как раз благодаря коммерции. Началось все с актеров, работающих сантами в рождественский сезон, много лет назад. Этим встречам уже 40 лет. Сначала было 4 или 5 сант, которые работали по городу, а после встречались выпить по паре пива. Потом я стал говорить об этом всем вокруг, и скоро стали собираться по 20, 30, 40 человек. В то же время, уверен Кляйн, крайне неверно, что святого Николая превратили в чисто рекламного персонажа, рождественского деда. Но в целом для участников встречи и это не самое главное, добавляет еще один из сант. Здорово видеть, как у детей загораются глаза. А после стольких лет мы ведь и их родителей знаем. Это уже второе поколение. Чистое удовольствие. В прошлом году на встречу пришел 71 санта, и собрание удостоилось записи в книге рекордов Гиннесса. Свинское поведение в прямом эфире, чистота пульса синего кита и ритуал помилования индеек. В обзоре видео недели о животных. Корреспондент греческого телеканала «Антенна ТВ» столкнулся с откровенно свинским поведением в прямом эфире. Лазос Мантикос вел репортаж из Кинеты, села в полусотни километров от Афин, пострадавшего от сильных штормов. Местная хавронья по неведомой причине стала гоняться за журналистом и пыталась его укусить. Бред и баттер, или хлеб и масло, так зовут индеек, которым в этом году выпала честь быть помилованными президентом США и не попасть в запеченном виде на праздничный стол в День Благодарения. По традиции, которой уже 1,5 века, Дональд Трамп даровал птицам жизнь и пожелал им удачи. Команда морских биологов из Стэнфордского университета в Калифорнии предприняла уникальный эксперимент в заливе Монтерей. Ученые закрепили на спине взрослого 22-метрового самца синего кита электрокардиограф. Как выяснилось, максимальная частота сердечных сокращений гиганта – 37 ударов в минуту. При погружении на глубину она падает до 2. Детеныш большой панды из берлинского зоопарка непрестанно икает. Из-за этого один из медвежат-близнецов не может уснуть и получить так необходимый ему отдых после первых попыток научиться ходить. Зверята появились на свет 31 августа. Их движения пока довольно неуклюжи, но уже в ближайшие недели маленькие панды научатся ходить и бегать. Зоопарк Честера на этой неделе представил публике нового питомца – детеныша суматранского орангутана. Малыш, которому еще предстоит получить имя, появился на свет 14 ноября. На видео, которое обнародовал зверинец, новорожденный играет с матерью, 32-летней самкой по кличке Субис.
Продолжаем выпуск. Жильцы домов, которые были сданы в поселке Серебряный Бор по программе переселения из ветхого аварийного жилья, до сих пор не имеют никаких документов. С момента сдачи домов прошел 3-й год. На прямой линии с нами из поселка Серебряный Бор Сергей Козюра. Сергей, расскажите подробнее, как обстоят дела с введенными домами. Да, Сергей, добрый день. Поселок Серебряный Бор, 7,5 километров от города Нерюнгри. Еще в недалеком прошлом этому поселку пророчили судьбу Рублевки. И вот настала программа по переселению из ветхого аварийного жилья. Пришел застройщик и, грубо говоря, вместо обещанных 20 домов построил 10 и благополучно растворился за горизонтом, прихватив бюджетные деньги. Тем самым расстроив добрую половину жильцов поселка, оставшихся без комфортного жилья, без комфортных квартир. Но вот в чем парадокс, что и у тех, кто получил эти самые новые квартиры, тоже возникли проблемы. Одни из тех, кто столкнулся с проблемами, является семья Коржик. Андрей, скажи, пожалуйста, с чем вы столкнулись, что за проблемы и какие последствия? Первая проблема, с которой я столкнулся, это переоформление оружия в разрешительно-лицензионной службе. Так как по факту мы прописаны там, где дома нет, а храниться оружие должно по прописке. Вторая ситуация в том, что мы даже ремонт не можем сделать, висим в подвешенном состоянии, потому что у нас на нашей квартире есть вот такой вот только акт приема передачи ключей. Больше мы фактически здесь не хозяева, нас могут выгнать в любой момент прийти. Сказать, уходите на свое место прописки. То есть, получается, на сегодняшний день вы не являетесь фактически владельцами этих Да, квартир? фактически я не являюсь здесь никем. Ко мне могут прийти и отправить на прежнее мое место жительства, 143-й дом, а это уже пустырь. Чуть ранее мы посетили администрацию поселка Серебряный Бор и обратились прокомментировать сложившуюся ситуацию у его представителя. Вот что по этому поводу они нам сказали. В поселке Серебряный Бор у нас в настоящее время имеется 5 многоквартирных жилых домов, построенных в рамках программы переселения 13-18 годов, на которые недобросовестными застройщиками не переданы документы на собственность администрации, то есть не поставлены в собственность администрации жилые помещения. Соответственно, пока данные жилые помещения не будут оформлены, не будет оформлено право собственности муниципалитета, жителям этих домов выдать документы невозможно. В настоящее время с данными жителями заключены договора предварительного найма социального, а также те, кто собственники, это договора мены, тоже предварительные. Ну, а тем временем жителям поселка остается уповать на то, что их обращение на наш телеканал даст свои плоды. Ну, а мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий и надеяться на наше правосудие. Сергей? Сергей, спасибо. Надеемся, проблема скоро решится. Я напомню, Сергей Козюра был из поселка Серебряный Бор. Родственники погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат по 60 тысяч рублей на похороны. На эти цели из бюджета района выделят свыше 1 миллиона рублей. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных водитель из Читы и 16 пассажиров. Районные власти также решат вопрос о доставке к пострадавшим их родственников. Полицейские в Якутске установили подозреваемого в краже из продуктового магазина. В полицию поступила информация о краже продукции из торгового помещения одного из магазинов. В ходе розыска участковые установили подозреваемого, которым оказался 46-летний мужчина. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, ждем от тебя подробностей. Да, Сергей, выяснилось, что, находясь в магазине, мужчина скрытно украл товар прямо с полки. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже неоднократно был судим за кражу. И также недавно он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Женщина потеряла свои деньги, введя данные банковской карты на фальшивом интернет-сайте. Жительница Мирнинского района решила оплатить услуги телекоммуникационной компании, зайдя на сайт. Она ввела данные своей банковской карты и код подтверждения операции из СМС-сообщения. Через некоторое время на ее телефон поступило СМС-уведомление, что код введен неверно. Тогда потерпевшая еще раз повторила операцию по оплате услуги, после чего с ее банковской карты произошло списание более 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что женщина наткнулась на сайт «Двойник».
На выезде из Ленска задержали 4 мужчин, которые напали и избили сотрудников ЧОП. Рано утром на пульт оператора частного охранного предприятия поступило сообщение о том, что в одном из кафе Ленска между посетителями происходит драка. По сигналу тревожной кнопки на место происшествия выехал наряд. В МВД сообщили, что после прибытия находящиеся в нетрезвом состоянии участники инцидента совершили нападение на сотрудников охраны. Злоумышленники нанесли сотрудникам охраны телесные повреждения, похитили 2 служебных пистолета и скрылись с места происшествия, сказано в сообщении. Сбежавшие мужчины были задержаны в кратчайшие сроки на 6-м километре трассы Ленск-Мирный и доставлены в отдел полиции. Задержанными оказались ранее неоднократно судимые местные жители. Похищенное оружие и все боеприпасы к нему изъяты. В Мирном с КАМАЗа сняли аккумуляторы. Пострадавший рассказал, что его грузовик был припаркован во дворе дома, откуда неизвестные и украли 2 аккумуляторные батареи. Спустя какое-то время подозреваемого нашли. Им оказался 16-летний подросток. Парень гулял по городу и увидел припаркованный во дворе одного из домов КАМАЗ и решил совершить кражу. Убедившись, что за ним никто не следит, он снял с машины аккумуляторы и сбежал. Похищенное он сначала спрятал в кустах возле своего дома, а на следующий день сдал в пункт приема цветного металла, выручив за них 3000 рублей. В Нерюнгринском районе раскрыли кражу денег. В полицию обратилась жительница поселка Чульман. Подозреваемая оказалась 30-летняя подруга потерпевшей, которая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Выяснилось, что в этот день женщины выпивали в гостях у подозреваемой. В какой-то момент подозреваемая заметила деньги в кармане подруги и решила их украсть. В отношении нерадивой подруги возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Перейдем к происшествиям в мире. Напавший на прохожих на Лондонском мосту в центре британской столицы был ранее осужден за терроризм, сообщила полиция. В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 получили ранения. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Полиция назвала имя подозреваемого в нападении на Лондонском мосту в финансовом центре британской столицы. Согласно официальному заявлению, это 28-летний Усман Хан, ранее осужденный за терроризм. В прошлом году он был освобожден из тюрьмы условно-досрочно. По данным газеты «Таймс», Хан был обязан носить электронный браслет. Атака, которую власти рассматривают как террористический акт, произошла в пятницу. Мужчина в поясе смертника, который позже оказался муляжом, напал на прохожих с ножом и успел убить 2 и ранить еще 3, прежде чем его остановили. Прибывшая полиция застрелила нападавшего. Из-за инцидента мост был перекрыт, сотрудники ближайших офисов эвакуированы. Как сообщает «Таймс», Хан участвовал в конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных, которая проходила в так называемом «Зале рыбачков». Это историческое здание принадлежит старинной рыботорговой фирме и находится на Лондонском мосту. Подозреваемый сначала угрожал взорвать здание, а затем напал на людей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, на этом у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юрий, спасибо. А мы продолжаем наш выпуск. Ланхо на английский лад. Учащиеся 2-й школы Якутска показывают спектакль Петра Агатоева «Эдерботур» на английском языке. Мероприятие проходит в рамках декады Ланхо. Сейчас в школе находится Саргалана Федорова. Саргалана, здравствуй. Расскажи, как звучит Ланхо на английском языке. Приветствую, Сергей. Спектакль еще не начался. Пока на сцене ребята репетируют, они будут исполнять персонажей из Ланхо Петра Агатоева «Эдерботур». Этот спектакль они поставили еще в мае, но на большую сцену пока еще не вышли. И в дальнейшем планируют принять участие в российских и международных конкурсах. И мы еще пока не услышали, но нам рассказали, что в эпических песнопениях сохранены все традиционные изначальные мотивы, которые содержатся в инициальных зачинах типа «джебо», «кербо», «арджалы». И после этих фраз они переводятся на английский язык. И сейчас отрывок из песни Удагана нам покажет Егор Скрябин. Егор, пожалуйста.
Егор, спасибо. А расскажи вообще, как вы готовились и сложно ли исполнять Аланхо на английском? Наша первая учительница Вера Семеновна водила нас в дворец детства, и там мы занимались Аланхо, и там нас преподавала педагог Наталья Никитьевна. И так как мы занимались Аланхо с детства, у нас появился интерес к фольклору, и теперь нам не очень сложно выступать. А как тебе досталась эта роль? Сначала я просто должен был в конце просто выступить и спеть. Но когда одна девочка отказалась, меня просто заменили ее роль на мой. Ну, эта роль сама по себе сложная, как я думаю. И так как я занимаюсь Аланхо с детства, мне не трудно. Поэтому она предложила мне эту роль сыграть. Спасибо. А в школе работает поликультурный центр, где ребята изучают языки и культуру народов. Об этом нам расскажет педагог Наталья Посельская. Наталья, мы знаем, что текст Аланхо сложно воспринимается даже на родном якутском языке. И как вам удается прививать Аланхо еще и на английском? Здравствуйте. Да, вы правильно подметили. Сам язык Аланхо достаточно он сложен, многогранен, богат на разные эпические приемы. И, конечно, для нас сам перевод был сделан Альбиной Скрябиной. Достаточно такой доступный перевод, так что мне приходилось только немножко его сократить и адаптировать. А дети с увлечением начали его учить. И сейчас получается уже готовый такой у нас хороший, качественный продукт. А планы у вас какие дальнейшие? В дальнейшем мы, конечно, планируем выйти на международную сцену, как говорится, участвовать на разных фестивалях, чтобы все-таки, насколько мы узнали, такая постановка на английском языке впервые в Якутии, на английском языке. Спасибо. Это Аланхо Элес Ботур также было переведено и на русский, французский, корейский языки. И, возможно, в дальнейшем ребята поставят спектакли Аланхо и на этих языках. А пока надеемся, что сегодня они выступят на высоком театральном уровне. Сергей? Сарглана, спасибо. Я напомню, это была Сарглана Федорова со второй школы города Якутска, где исполняют Аланхо на английском. Накануне настоящий Дед Мороз зажег первую елку страны и главную новогоднюю красавицу республики. С этого дня началась торжественная предновогодняя эстафета зажжения елок по всей стране. Как проходила церемония в Якутске, рассказывает Сусанна Рожина. 5, 4, 3, 2, 1. Елочка, зажгись! Вот так, несмотря на мороз, жители республики Якутска собрались на площадях, чтобы своими глазами увидеть и соприкоснуться к новогодней сказке. 1 декабря в торжественной обстановке зажглись все елки во всех муниципальных образованиях Якутии. С наступающим Новым годом вас! Счастья, здоровья и удачи всем! И старый млад верит в чудеса, и эти чудеса как раз начинают совершаться перед Новым годом. Стала хорошей традицией, что именно в Якутск съезжаются все сказочные персонажи, чтобы подарить жителям республики предновогоднее настроение. Приехал из владений своих сказочных, чтобы поздравить всех ребятишек с наступающим Новым годом. И по всей нашей необъятной матушке России ребятишки соскучились по белой пушистой зиме, по морозцам бодрым. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» у всех жителей и гостей республики была возможность окунуться в сказку. Так, сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом посетили детишек, которые находятся в лечебных заведениях и хотят, чтобы их мечты сбылись. А на площадях Якутска также собрались ребятишки, чтобы своими глазами увидеть настоящего Деда Мороза. Новогоднее настроение отличное. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, всех благ, чтобы было все отлично. Также в рамках фестиваля Якутск передал символ новогодней столицы страны Рязани. И жители Рязани надеются, что у них будет так же снежно и морозно, как в Якутске.
И как же без мороза, как же без снежка, и как же без горящих сердец Якутской. И надеемся, что этот символ, который каждая новогодняя столица, а мы очень рады, что мы стали новогодней столицей России. Вот и завершился очередной фестиваль «Зима начинается с Якутии», который с каждым годом становится все масштабнее и краше. И уже есть свои полюбившиеся конкурсы и соревнования, и каждый может найти мероприятие по своей душе. И с этого дня Новый год уже стал намного ближе, и у всех появилось предновогоднее настроение. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Якутск. Идем далее. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона Международного союза конькобежцев. Об этом расскажет моя коллега Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, расскажи, какие еще номинации ждут российских фигуристов? Здравствуй, Сергей. Россия номинирована на нескольких площадках в одиночном и парном катании. Также в марте следующего года будут определены лауреаты в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За достижения в фигурном катании». Это новости спорта, в студии Полина Долинская. В число претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона Международного союза конькобежцев вошли несколько выдающихся фигуристов из России. В одиночном катании это Алена Косторная, Евгения Власова и Владимир Морозов. Александра Байкова и Дмитрий Козловский в парном катании. В категории танцы на льду претендуют на победу Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Коцалапов. На награду «Лучший новичок сезона» номинированы Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов в одиночном катании. В парах это Анастасия Мишина и Александр Галямов. Онлайн-голосование завершится 10 февраля, где будут выявлены 3 претендента, после чего окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премии состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года. Соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале. Сборная России завоевала 5 золотых медалей и выиграла общий командный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Токио. В заключительный день сборная России стала лучшим в многоборье, набрав 29 баллов. Второе место заняла команда США. На третьем месте команда Китая, которая набрала 24 балла. На акробатической дорожке Александр Лисицын стал первым в соревнованиях. Александра Бонарцева завоевала бронзовую награду на двойном мини-трампе. По итогам соревнования сборная России возглавила медальный зачет. В активе команды 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые награды. Второе место заняла сборная Японии, третьими стали британцы. Победа в этих соревнованиях обеспечила российской команде 2 олимпийские лицензии на игры 2020 в Токио. На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны 2 комплекта наград в мужских и женских индивидуальных соревнованиях. Следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в Баку. Участники 9-го фестиваля любителей зимнего плавания «Зимнее море-2019» встретились на пляже Сакского санатория Полтава-Крым. На фестивале собираются моржи со всей Крымской республики. Сезон зимнего плавания начинается в Саках, в январе его продолжают в Евпатории, а в феврале – в Феодосии. В продолжение моржовой темы. В минус 30 градусов столичные моржи вышли на старт. Около десятка закаленных людей погрузились в воду. С якутскими моржами встретилась Елизавета Васильева. Купаться можно и зимой. Любители зимних водных процедур развернули настоящий пляж посреди зимы в Якутске. Якутские моржи вот-вот зайдут в воду, а желающие увидеть и запечатлеть сие зрелище волнуются не хуже них. Храбрые сердцем женщины вошли в воду первыми. Прекрасно! Шикарно! Нормально. Как скажете, очень хорошо. Моржевание повышает иммунитет, улучшает кровообращение. Если человек занимается зимним плаванием, ему не страшны никакие вирусы. Люди могут даже забыть про тяжелые болезни, но заниматься этим может не каждый. Если у человека высокое давление, если болят сосуды, если у человека перенес инфаркт, инсульт, много очень противопоказаний. И я не рекомендовала всем бросаться в прорубь. Сначала надо проверить, слушать свой организм. Люди, которые
которые всем сердцем любят зимнее плавание, создали свою организацию «Саха-Маржи» этой весной. Туда входит 16 человек. Они систематически занимаются, делятся советами и всегда рады новым членам. Я начинающий морж, начал занятия с лета этого года. Надо начинать постепенно, с лета. Сразу резко прорыв, но трудно будет. Якутские моржи ежегодно купаются на пляже 202-го микрорайона. Когда столбик термометра опускается до минус 45, не так-то легко скинуть одежду на улице. Здесь требуется не только отменное здоровье, но и храбрость духа. А суровые моржи Якутии еще раз доказали это в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск. На этом у меня все. Будьте всегда в курсе спортивных новостей. Сергей, передаю тебе слово. Спасибо, Полина. Я напомню, это была Полина Долинская с новостями спорта. И в завершении о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 29 градусов, идет снег, ветер 2 метра в секунду. В Ленске чуть теплее, минус 32, ветер также 2 метра в секунду, облачно. Облачно и в Мирном, там минус 38. В Нерюнгри минус 26, ветер 3 метра в секунду и идет снег. И в столице Якутии минус 32, облачно, ветер 2 метра в секунду и без осадков. На этом у меня все. До встречи в эфире.